Там буквально одним предложением было указано, что необходимо создать институт пробации. Удалось убедить, что в уголовное законодательство нужно внедрять институт пробации. Мы написали ныне действующий закон о пробации, но это был чисто наш свой закон о пробации. Он ни на кого не похожий. Впервые в Кыргызстане о пробации заговорили, по крайней мере, из нормативных источников. В 2002 году была принята концепция реформирования пенитенциарной системы. В 2006 году была принята национальная программа реформирования уголовной системы. До 2010 года программа называлась УМИТ. Там также упоминается о пробации. С 2002 года до 2012 года практических мер по реализации пробации не было. Были обмен, стадии-туры. Наши коллеги изучали, как должна строиться пробация, как в зарубежных странах этот институт построен. Мы, зная, что такой институт действительно нужен, разработали новую программу реформирования уголовной системы в 2012 году и опять включили пробацию уже более с полным наполнением, как мы ее видели. А дальнейшие шаги были такие. Я был включен в рабочую группу по выработке рекомендаций по совершенствованию уголовного правосудия. И в 2012 году вышел указ президента, которым он одобрил рекомендации рабочей группы. Там буквально одним предложением было указано, что необходимо создать институт пробации и необходимо социально исследовать личности преступника. Затем были долгая, кропотливая работа, были созданы рабочие группы по разработке нового уголовно-процессуального и в том числе уголовно-исполнительного законодательства. Тогда уже более тесно мы начали работать с разработчиками уголовного законодательства. Убеждали, разговаривали, обменивались мнениями. В общем, удалось убедить, и благодаря указу президента удалось убедить, что в уголовное законодательство нужно внедрять институт пробации. И в новом проекте Уголовного кодекса появилась отдельная статья, посвященная пробационному надзору. Такая же статья по реализации, по исполнению пробационного надзора появилась отдельная глава в Уголовно-исполнительном кодексе. На тот момент в проекте Уголовно-исполнительного кодекса, который нынче действует, он не претерпел изменения. Затем, как вы знаете, в 2017 году эти кодексы были приняты, но одним упоминанием в Уголовно-исполнительном кодексе института пробации было недостаточно, и распоряжением президента в 2014 году была создана рабочая группа по разработке специализированного закона о пробации. Меня назначили руководителем этой рабочей группы. Благодаря нашей такой слаженной команде, коллеги здесь из системы СИН были, коллеги из гражданского сектора, мы написали ныне действующий закон о пробации, постарались учесть весь зарубежный опыт, свои наработки, но это был чисто наш свой закон о пробации. Он ни на кого не похожий. Отдельные моменты могут быть, что-то есть схожее, но в основном закон был написан с нуля. Он одновременно с указанными кодексами был подписан президентом, и его реализация должна была начаться в 2019 году. И в 2019 году меня назначили в июне месяце заместителем министра юстиции. На совещании у президента на тот момент обсудили и решили, что пробация должна выйти из правоохранительного органа, из Государственной службы исполнения наказаний на тот момент, должна стать гражданской службой с созданием
департамента пробации при Министерстве юстиции. И вот с того момента я уже, будучи заместителем министра, принялся к практической реализации этого института. Да, правительство нам передало штат уголовно-исполнительной инспекции, передало имеющиеся на тот момент ресурсы, здания, технику. Ну, все было в ненадлежащем, скажем, недостаточном объеме. И вот за эти 3 месяца мы сложили очень хорошую команду, назначили директором департамента пробации, он собрал хороших ребят. У нас была поддержка со стороны правительства. Мы, во-первых, проехали все инспекции, вместе проехали с каждым сотрудником, переговорили, обсудили перспективы пробации, перспективы этого института. Параллельно мы работали с международными донорами, несколько отделов пробации в различных регионах с нуля построили, где-то ремонт сделали. Я думаю, что у нас на первоначальном этапе получилось. Создали мы институт, все заработало, все социальные программы, которые мы планировали, начали работать. Впервые мы тогда в 2020 году приступили, уже понимая, что мир движется в сторону цифровизации. Тогда мы уже зародили, написали проект постановления правительства, проект закона о внесении изменений в закон о пробации, где предусмотрели электронное наблюдение за клиентами пробации. Ну, сейчас я думаю, что этот институт уже скоро будет отмечать юбилей 5-летний. Я думаю, что институт состоялся. Самый основной показатель института пробации на сегодняшний день я отслеживаю. Вот по последней статистике отмечает, что процент рецидива среди клиентов пробации составляет всего 2%, примерно 2%. Это очень низкий показатель. Вы подумайте, сколько 98%, значит, клиентов пробации, они встали на ноги, как-то устроили свою жизнь и не возвращаются к совершению преступления. Это очень большой показатель, показатель того, что этот институт нужен, что он эффективен, что он помогает людям.